По уровню финансовой грамотности Коми уже несколько лет подряд в первой тройке среди российских регионов. Об этом рассказали на заседании регионального координационного совета по повышению финансовой грамотности. Свои плоды приносит программа улучшения, так сказать, финансовой подкованности наших сограждан, которую приняли в 2018 году. Она рассчитана на 5 лет, и прошедший год, несмотря на пандемию, был не менее продуктивный. Все важнейшие целевые показатели реализации региональной программы за 2020 год достигнуты. Порядка 129 тысяч граждан республики, а это практически 16% от численности населения, были охвачены мероприятиями по финансовой грамотности. И еще 31 тысяча жителей оказаны финансовой консультацией. В Коми более 13 тысяч человек уже получили статус самозанятых, а по уровню безналичных расчетов наш регион среди лидеров по всей стране. При этом мы до сих пор часто попадаемся на уловки мошенников. Но не только из-за них жители Коми теряют свои накопления. Зачастую деньги уходят как песок сквозь пальцы по вине как раз финансовой безграмотности. Если вы неправильно посчитали проценты, значит, это вам грозит какой-то переплатой. Да? Или если вы не умеете или не информированы о том, какие вы налоги должны платить, то это, конечно, грозит вам штрафами. В общем, в любом случае это приводит к тому, что вы остаетесь без денег, которые на самом деле могли бы использовать рационально. К слову, подтянуть свои знания можно будет на республиканском финансовом форуме «Цифровые финансы», который стартовал в регионе сегодня. В течение 2 дней региональные и федеральные эксперты будут рассказывать о том, как нашу жизнь облегчают электронные и цифровые финансовые сервисы, как не попасться на уловки мошенников в сети и как начать инвестировать. Как и в прошлом году, он проходит в онлайн-формате, поэтому послушать спикеров может любой желающий.